Крымскалинцы приняли участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 8-го созыва. Голосование проходило по смешанной системе. Половина нового состава Нижней палаты парламента избиралась по одномандатным округам, другая половина по партийным спискам. Голосования на выборах, назначенных на 19 сентября, в этом году проводились в течение 3 дней – 17, 18 и 19 сентября. Время голосования с 8 утра до 20:00. Любой желающий мог отдать свой голос за того или иного кандидата в течение 3 дней. Всего по району работало 49 избирательных участков. Многие даже обрадовались, потому что не все могут прийти именно в воскресенье. Здесь соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы, нарисованы разметки, обязательный контроль температуры, обработка рук антисептиком. Избирателям выдаются также ручка, маска и перчатки. Я считаю, что выборы – это обязанность каждого. Моя гражданская позиция – то, что каждый должен голосовать. Я за то, чтобы каждый ходил на выборы. Жители, которые по состоянию здоровья или в силу своего возраста не смогли посетить избирательный участок, приглашали членов участковой избирательной комиссии к себе домой. Жители, имеющие инвалидность или относятся к категории возраста 65+. То есть мы заходим в каждый дом и предлагаем проголосовать в связи с тем, что есть угроза заболеть, и им будет так удобнее. Члены участковой избирательной комиссии села Прибельский посетили участников Великой Отечественной войны на дому. В селе проживают 2 ветерана – Илья Алексеев и Иван Шальков. В силу возраста и здоровья им уже сложно добираться на участки голосования. Иван Игнатьевич отмечает всю важность исполнения гражданского долга и участия в жизни страны. После заполнения бланков он опустил бюллетени в переносную урну, тем самым исполнив гражданский долг. Пчела одна мед не натаскает, когда вместе. Вот я желаю объединиться всем и трудиться, и все будет. И никто нас не победит тогда.